Ребята, всем привет! Сейчас у нас заезжает на замену антифриза Prius. Проблема у него была такая большая с печкой. Сегодня я диагностировал ему систему охлаждения. В общем-то, человек просто приехал, у него очень мало было антифризов в системе. Вот. Полупустой был радиатор. Ну и как бы провел тест. Долил ему немножко бэушного антифриза. Сейчас он у нас заезжает. Говорит, что в принципе с печкой более-менее все нормально. Все, встречаем. Ну что, Денис, рассказывай, как лучше стало, хуже? Потеплее, да? Теплее? Нормально? Печку понизил, 22, нормально. Уже нормально, спокойно ездишь, да? Ну вот. В общем-то, что могу сказать про Prius 20? Здесь стоит один двигатель, один NZ у нас. У него механическая помпа охлаждения. Она у нас от приводного вала работает. От ремня приводного. Вот. В принципе, машина очень надежная. Один из самых Могикан, можно сказать, надежных автомобилей. Один из самых первых гибридов. Это у нас пример всем гибридам. В общем, батарейка у него тоже хорошая. Балансиры стоят у него. Поэтому батарейки практически неубиваемые. А так кассета такая же, как в Prius 30. У него точно так же идет 28 элементов. Единственное, что контроллеры заряда, они разные. Компьютер другой абсолютно. Вот этот вот, допустим, прибор гибридный лап, он создан на базе этого компьютера, на базе Prius 20. Ну и в принципе поэтому показывает такие точные показания и как бы все нормально. В общем, сейчас что мы будем? Менять антифриз. Антифриз у нас здесь в контуре стоит, ну как бы залит очень старый. Видать, его тут лет 7, наверное, никто не менял. Сегодня я смотрел, он такой розового цвета. Явно это уже не 50-градусный. То есть таким, в принципе, ездить опасненько. Вот даже видно, что цвет у него розовый. В двигатель залит был, видать, какой-то антифриз густой. Типа Татачи что-то, потому что цвет у него очень красный. Сегодня я долил. Ну вот, в принципе, ездит. Все нормально. Так что не будем тут никакие работы проводить. Просто сейчас зальем нормальный антифриз. Все, поехали. Машины эти очень старые, получается. Они уже у тебя какого года? 8-го. То есть вот эти двигателя 1NZ, они уже нуждаются и в раскоксовке. И кто эти машины раньше и покупали, и таксисты брали для нужд такси. То есть эта машина работяга конкретная, по сути. Поэтому вот. 40. У тебя 340. Ну, по минимуму двигатель контрактный. Контракт стоит, да? А на каком пробеге поменяли они этот движок? 250, по-моему, что это. Или нет? 270 ли? Ну, в принципе, если движок контрактный, то он более-менее нормальный. Главное, его береги, то есть надо посмотреть бы его тоже. Эндоскопию бы ему не мешало бы сделать, посмотреть горшки. Если там есть какое-то минимальное отложение, именно по коксовке, да. Мы вот недавно Prius 20 раскоксовывали, нормально. Парень уехал, все хорошо. Поэтому она резвее становится, когда раскоксовка. У нее масложор уходит. И вы... Она держит вообще на уровне. Ну, масло сюда заливать надо просто хорошего качества. Сейчас одно лей. Ну, и... одно у меня сказали, FQ 0.20. FQ, да? Да. Ну, 0.20? 0.20. Ну, FQ лей. Ничего такого нету. По маслам вообще как бы претензий, в принципе, к маслам нету никаким. Можно сюда хоть что лить. Хоть европейские масла, хоть травяного, хоть что. Главное это выдерживать интервал 5000 километров. Все, 5000. Я даже раньше, по-моему, поменял, ну, зимой. Можно раньше, но передерживать интервал нельзя, потому что если попадется какая-нибудь подделка, некачественное масло, все, оно буквально там 1000-2 передержать, перекатать, оно начинает нагар, чуть-чуть налипать начинает этот пленка нагар, а на него уже потом лей масло какое хочешь, новое, свежее, оно все равно будет налипать, понимаешь? И оно дальше уже как тефлон образуется этот нагар, все больше его, и в итоге кольца залегают, и масложор получается. И двигатель по-другому начинает работать. Вот так вот это все работает.
Но так, машина хорошая. Конечно, очень надежная. По сравнению с 30-кой он будет понадежней. 30-ка просто она более новая и технологичней. Двигатель 2 ZRFX там уже стоит, уже другой совсем. Вот. А так да. Ну вот и инвертора. Сюда вот всякую шляпу главное не лить, нормальный антифриз. Сейчас ТСЛ будем лить. Заменили антифриз. Вот ТСЛ. Сейчас развоздушка идет у нас. Заливаем ТСЛ. Минус 50. Вот такой вот антифриз был старый здесь залит. Он весь прям с эмульсией какой-то. Грязненький. Ну, конечно, тут в инверторе вообще там какой-то был старый антифриз. Сейчас заведем машину в сервисный режим, пусть работает с печкой. Сделали приуса, поменяли антифризик. Решили проблему с неработающей печкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Можно. Уезжай. Но у меня время эксперимента продолжается. Сейчас батареечка моя стоит на морозе. Заряжается. Сейчас покажу. Заряжается. Заряжается холодом в Якутске. Вот он. Стоит уже сутки. Ну, завтра уже буду продолжать эксперимент. Завтра у меня время может появиться. Попробую, посмотрим, что с ним. Что с ней будет. Более-менее начинает более-менее нормально ехать. Ну да. А так вообще пиздец. То есть замерзает подшипник? Подмерзает? Да не, братан, он не замерзает. Он просто уже сухой конкретно. Сухой. У меня летом такая же хуйня. Короче, надо тебя загонять и обслуживать его. Пиздец. Давно еще, блядь, когда пора. Ну а что, чужие машины же делаешь, почему свою не сделать? Че свою-то мешает сделать? У тебя сейчас все возможности сделать свою машину. Загоняй, да делай. Я, блядь, пытался это, читал, учился к этим подшипникам, да? На. Для того, чтобы свою машину, сука, сделать. А в итоге ты начал не себя, да? Но зато ништяк уже, свою сделаешь тоже. Видишь, как нормально получается. О, нифига, соседи, вон, смотри, какие бахромы наклепали на дома. Красиво, да? Не, вообще хоть дорогу здесь сделали раньше, вообще пиздец. Ну, правда, узкую, конечно. Узкую? Хотя Да, уже ее поушатали, эту дорогу. Грузовики бы не ездили, она бы стояла, а сейчас поушатали, конечно. Сегодня хоть потеплело. Дубаки такие были, жесткие стояли. Я говорю, вот так метр нихуя не видно, ёбан. Еще ездят на фары, выключают, именно в туман. Да? Пытаются вот это выключить фары, не знаю почему. Тачки под Наташей оставляют тоже. Ни этих нету. По идее на Наташу надо какие-то эти делать. Нашивки типа катафотные. Ну, отражающие. Светоотражатели. А то, блядь, вон, постоянно задом кто-нибудь сдает, Наташу не видит, баг. Ну и чё? А ты тоже куда поставил эту машину, нахуй, под Наташу свою тоже? Вот видео было, да? Еще хуй найдешь и потом. Нет, ты нахер ставишь на проезжую часть где-то там. Ну ты же видишь, люди подъезжают, уезжают. Да поставь ты в сторону куда-нибудь, чтобы она никому не мешалась, правильно? А то, блин, фантазия. Ну интересно, а чё, ДТП что ли? Я что-то не понял. Не, мы проезжали, стояла. А, что-то с ним случилось, да, или что? КамАЗ сломался, походу. Встал. Да, ну, конечно, такой мороз ремонтировать машину — это жесть.